Пахнишпогосский район остается лидером по выходу волков в населенные пункты. В 2020-м в полиции зарегистрировали 36 обращений от населения. Чуть меньше получила региональная Минприроды. Эти цифры сегодня озвучили на круглом столе в Общественной палате республики. Участники обсудили меры профилактики и предложения, как отвадить диких зверей от человеческого жилища. Елена Кононова узнала подробности. Волки стали меньше выходить к селам и городам. Об этом говорит статистика. Если, например, в 2019-м в Минприроды Коми поступило порядка 100 обращений о выходе диких зверей, то в прошлом году было почти в 3 раза меньше. Но все же проблема существует. За первые недели января только в Ударе серые хищники задрали 5 собак. Как отметили общественники, волкам легче найти пропитание во дворе деревни, чем бегать неделями за лосем. Собак надо максимум держать в вольерах, потому что волк крупное хищное животное, он перемахнет через любой забор, любая преграда ему нипочем. А собаки для них, это самая лакомая добыча, которая не может никуда скрыться, не спрятаться, ничего сделать. Крупный волк может унести собаку, вот у нас было по Пахнишпогосскому району вместе с будкой вплоть до 50 метров утаскивали. В 2020-м было отстреляно более 200 особей, что на 100 больше, чем в 2019-м. Во многом охотников подстегнули денежные выплаты за добытого волка. Тем не менее, численность хищника остается стабильной. И в этом году Минприроды региона планирует подписать приказ о регулировании численности волков в объеме 250 особей. Столько можно будет отстреливать на законных основаниях. В 13 муниципальных образованиях в 2020 году были приняты решения о регулировании численности. Эти решения позволяли принимать дополнительные меры, отстрел, в частности, волков в неустановленных сроках охоты, а также использовать транспортные средства для выслеживания. Я напомню, у нас в этом году с 1 января вступили новая редакция правил охоты, федеральных правил охоты. Теперь разрешено при охоте на волка использовать петли и капканы. Впрочем, эти правила необходимо еще внести в региональные. Кроме того, многие охотники не знают, как пользоваться капканом и петлей. Поэтому участники круглого стола решили, нужны обучающие семинары для желающих. Также необходимо решить и проблему со свалками, которые тоже служат своего рода приманкой для диких зверей. Общественники обратятся к муниципалам с рекомендацией приобретать новые мусорные контейнеры с крышками, чтобы не было доступа животных к пищевым отходам людей. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.